Звичайно, якщо мирно піде по-людськи, то така ймовірність є. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні. Вот как вы считаете, вот это вообще высказывание, насколько оно важно для Александра Лукашенко, насколько оно важно для его окружения? Вообще задумываются ли они об этом? Совершенно не важно. Эта гарантия ничего не стоит совершенно. Гарантию может дать тот, кто в состоянии тебя защитить. То есть если гарантию ему даст условно Запад, Европа или США, если эту гарантию даст Китай, спрячет на своей территории, или Россия. Это первое. Но это все умозрительно, потому что Лукашенко не нуждается в защите и в гарантиях. Он намерен оставаться во власти, он не собирается уходить. Он расплатится независимостью Белоруссии с Путиным за свою безопасность. Они уже договорились о том, что он остается президентом и постепенно, красиво, аккуратно в форме конституционной реформы передает власть преемнику, на которого укажет Это Кремль. вот по вашим наблюдениям, да? Это фактически прямым Просто текстом об этом говорится они не после говорили, переговоров. там. Ну, естественно, они не выйдут. И Да, вообще там не сказать, пока если что они будут. сказали только про 1,5 миллиарда. Интеграция в рамках союзного государства, все это за красивыми словами. 1,5 миллиарда невысоко оценил Путин Лукашенко. Янукович он в свое время обещал 15, и 3 успел дать. Вот. Так что, в принципе, Беларусь Лукашенко просто сливает. И белорусы не сопротивляются. Мы видим, что они, даже эти оппозиционеры, приехавшие сюда, которые говорят о репрессиях, о своей борьбе на вопрос, чей Крым, и почему вы не протестуете, не выходите на Майдан, как мы, они теряются, тушуются, потеют и говорят: не-не-не, у нас не Майдан, мы за дружбу с Россией, не подумайте, братья русские, Да, нас вот чё о чем плохого?» это говорит? Говорит ли это о том, что оппозиция белорусская, она полностью лояльна? К России абсолютно. Ну да. Ну, Россия фактически в этом конфликте сидела с двух сторон стола и вела переговоры сама с собой. Мгм. То есть оппозиционеры лояльные, та же Тихановская клянется в любви к Путину, просит вмешаться на стороне народа, и они постоянно доказывают, что, дорогие россияне, вам все врут, мы не против России, мы ого-го за дружбу, и Лукашенко за дружбу. То есть Путин кушает эту Беларусь с двух сторон, как хочет. Ну, тем не менее, Путин оказывает поддержку именно Александру Лукашенко. Это самый простой сценарий. Лукашенко силовыми разгонами полностью стал неприемлем для Запада. Он отдает Путину Россию, других надежд у него нет. И потом его отодвигают от власти по согласию, дают гарантии пожизненные. Он занимает какую-то почетную должность, там секретарь Совбеза, глава какого-нибудь совета. Реальные нити управления переходят к преемнику. Все просто. То есть это создание уже нового союзного государства. Ну, нового, о котором говорят уже очень давно. Мгм. А в какой перспективе? Я думаю, что в этом году, максимум в следующем, будет пройден основной психологический этап, перелом. Юридически так уже В совместно виде работают проведения и конституционной спецслужбы. реформы или Не, что? конституционную реформу с ней спешить не имеет смысла. Мгм. Это вопрос нескольких лет. Наработать, провести работу с людьми, проголосовать. Никто никуда не спешит, если по факту нити управления уже в твоих руках. Играться с оформлением ты можешь сколько угодно. То есть реальные нити управления в течение года перейдут все-таки к Кремлю, может 1,5 года максимум. Лукашенко какое-то время подсаживает, потом, не торопясь, конституционная реформа, отстранение Лукашенко, презентация нового союзного государства, в том числе и на мировых площадках. Ну, а Лукашенко предоставит какой-то другой пост. Должность, По-хорошему, может, да. дадут. С другой стороны, ничто не мешает появиться внезапно, обостриться проблемам со здоровьем. Избыток свинца в организме или полония – это всегда не очень хорошо. Тем более он новичок в России, еще запасы, я смотрю, безмерные. Поэтому возможно, чтобы не болтал лишнего. А может, идет на почетную пенсию, найдут какую-нибудь синекуру. Мгм. Чем это грозит Украине? Потому что если Российская Федерация поглощает полностью Беларусь в экономическом, политическом и военном плане, а там вчера высадился десант Российской Федерации, сегодня уже в Минск прибыл министр обороны Российской Федерации Шойгу, очевидно, о чем-то идут сейчас договоренности. Да? У них маневры там. Да, а чем это грозит для Украины? Потому что мы оказываемся уже очень уязвимыми, и вот мы сможем сдержать такой периметр границы с севера, с востока, с юга. В чем мы совершенно правы, юго-запада. наша граница с Россией станет длиннее, протяженнее. Мгм. Но сказать, что мы станем уязвимее, а что сейчас мы были под защитой, российские войска и сейчас находятся в Беларуси, и год назад находились. Они союзники, у них в армии взаимодействуют, у них все договора, ДКБ, пожалуйста. То есть Россия теоретически могла оттуда нанести удар в любой момент, и вчера, и полгода назад, и год назад. Равно как могла нанести и из Приднестровья.
То есть эта опасность была всегда. Сейчас она будет более формализирована, и по ту сторону будут стоять уже российские пограничники, а не белорусские, или из единой армии. По большому счету для нас мало что изменится.